Этот концерт задумывался давно и должен был стать бенефисом Алексея Моисеенко. Не случилось. В феврале этого года сердце артиста остановилось. Бенефис превратился в вечер памяти. В зале друзья, родственники, поклонники, на сцене коллеги. Концертмейстер Иван Исупов, например, работал с певцом последние 2 года. Говорит, никаких долгих репетиций и разучиваний. 1-2 встречи и на сцену, а порой и сразу на сцену. Мол, как-то сразу получилось услышать друг друга. Мне лично было легко с ним работать, потому что я мог его чувствовать. Я чувствовал его дыхание и с ним пел. И получалось очень хорошо. Он не врет, он настоящий. У меня очень хорошие воспоминания об этом человеке. В сердце он может зайти глубоко. Игорь Маткаримов сегодня исполняет произведения, которые когда-то не допел Моисеенко, и признает, повторить манеру уникального артиста практически невозможно. Алексей Моисеенко был человеком, не который поет в каких-то определенных рамках эти песни. У него было свое видение на песни, поэтому он где-то мог затянуть, фермату побольше поставить, еще что-то. Поэтому, да, в какой-то мере его повторить сложно. Моисеенко обладал не только своей манерой исполнения, но и уникальным голосом. Он один из тех немногих, можно сказать, единичных певцов, который творил на сцене и арию Онегина, и арию Ленского. Для понимания, Онегинская написана для баритона, Ленского – тенора. Такой диапазон подвластен немногим. Об исключительности артиста говорит и то, что ряды почитателей его таланта продолжают прирастать. Благодаря записям в интернете он стал легендой. Он был каждый день разный. И сегодня мы с вами увидим не только уникального артиста и певца, но и уникального поэта, композитора, музыканта, который так широко делился своим творчеством. И те 2 презентации, которые будут сегодня, его новой пластинки и уникальной книги, которую я закончила уже после его ухода. Книга «Онегин. Кто? 3 дуэли» – это своеобразный диалог певца с Александром Пушкиным. Над ней артист работал последние 15 лет. Выпустить издание в свет помогли друзья Моисеенко, чтобы даже после его ухода у любителей музыки была возможность раскрыть новые и, увы, уже неповторимые грани Алексея Васильевича. Светлана Некрасова, Василий Янин, телеканал Юрга.